Строительство новой школы в селе – не что иное, как шаг к продолжению жизни местного населения. В Абхазии в этом году учиться в новом здании получили возможность ученики 3 сел. Лариса Габуния устроилась работать учительницей в Тхинскую школу, когда ей было чуть больше 20 лет. Значительную часть этого времени Лариса Бадровна была директором учебного заведения. Открытие новой школы – важное событие в жизни педагога с полувековым стажем. Большая радость для наших детей, для наших учителей, которые долгие времена после войны наша школа сгорела, и мы в очень тяжелых условиях жили. Современное здание построено на историческом месте. Именно здесь располагалась первая школа в Тхине. Со дня ее открытия в этом году исполнится ровно 100 лет. Объект несколько раз реконструировался. В 1996 году в селе случилась беда. Среди ночи загорелась школа. Пламя уничтожило 2-й этаж, пострадала мебель, частично испорчены были и документы. Однако это не стало причиной для остановки учебного процесса. Уроки продолжались и после происшествия. Новая школа – это настоящий подарок для всего села, отмечает Лариса Габуния. Переходя сюда, нам очень, даже слов не находится, которые мы ощущаем. Здесь так светло, здесь так чисто, аккуратно, все классы большие, уютные, светлые. Строительство объекта началось в 2017 году и финансировалось за счет средств Российской инвестиционной программы. Проект был составлен с учетом требований современной системы образования. Здесь оборудовали кабинеты для углубленного изучения предметов. Теоретических уроков недостаточно, чтобы заинтересовать ребенка биологией, физикой и химией, отмечают преподаватели. Теперь у нас есть все необходимое для того, чтобы проводить качественно лабораторные работы и практические работы вот в этом кабинете. Раньше такой возможности не было. Я надеюсь, что детям очень понравится. Анастасии больше всего интересна математика. Изучая этот предмет в родной школе, у девочки есть возможность получить качественные и современные знания в данной области. Мой папа тоже очень любит математику, мне она тоже подходит. В этом году с облегчением вздохнули и родители, ведь теперь их дети смогут заниматься в тепле и уюте. Отпала и проблема отопления классов. Новая система позволит обойтись без старых дровяных печей и постоянного дыма, к которому за долгие годы уже привыкли ученики. В этом году тхинские школьники особенно ждали сентября, рассказывает молодая мама Сабина Гулия. Спрашивали, мы сегодня спать будем, проснемся сразу в школу. Я говорю, конечно, сразу в школу. И также проснулись, дети утром радостные, с хорошим настроением. В школу пришли, увидели школу, вообще радовались, бегали тут, праздник устроили. Класс для занятий по труду представляет особую радость для школьников. Здесь есть все необходимое для интересного и полезного времяпрепровождения. Новенькие швейные машины ждут своих мастериц. У Сабины Гулия 3 сына, старший увлекается рисованием и лепкой. Девушка уверена, что теперь ее ребенок сможет раскрыть свой потенциал, не покидая родное село. Пластилином он всякие фигуры делает, всяких животных. Краску тоже он неплохо рисует, так что я думаю, он будет рад за этот кабинет, который ему устроили. Пройдя через все тяготы жизни, коллектив Тхинской школы теперь может гордиться своей историей. Жители другого села Чимчирского района также могут поведать поразительную историю о стойкости духа и великом терпении. После Отечественной войны народа Абхазии здание Очегварской школы перестало быть пригодным для организации учебного процесса. Однако местные учителя не отчаялись и продолжили преподавание. Школу разбили на 2 частных дома. Более 24 лет ученики ютились в тесных помещениях, никак не подходящих для организации занятий. Небольшая комната в частном доме, площадью буквально в 25 квадратных метров. Сложно поверить, что еще в прошлом году здесь располагался полноценный класс. Кроме того, многие из очегварских учеников запомнят эти стены как единственную память о школе. Здесь все сохранилось в прежнем виде. Однако парты сейчас стоят в неправильном порядке, нет освещения, но на стене висит своеобразный график дежурств. В этом году и в Очегваре была открыта новая школа. Ее строительство финансировалось за счет средств государственного бюджета при поддержке датской международной организации. Преподаватели и ученики уже переместились в здание. Теперь остается только привыкнуть к новым условиям, говорит педагог начальных классов Нино Габлая. Это мы в сказке. Мы через класс ходили. У нас не было таких условий, чтобы в классе отдельно, да? Через класс переходили, и другой класс там был. Ну, дома, вы знаете, как собственные дома, как обычно бывает. Просторная школа теперь может вместить всех желающих учиться в ее стенах. Кроме местных ребят, на занятия в Очегвару теперь приезжают дети из соседних сел. Школу возобновили, ремонт сделали, и 2 числа мы открыли нашу школу. Присоединилось село Шишелецкие дети,
и составляет уже 107 человек. Здесь уже можно нормально работать, вести учебный процесс в нормальном русле. И вообще очень рады все учителя. Село Лыхны богато историей. Первое учебное заведение здесь было открыто около 150 лет назад. Школа образца советской постройки была возведена в самом центре Лыхны в 1981 году. Минувшим летом была окончена реконструкция старого здания, и ученики вместе со своими педагогами переступили порог совершенно обновленной школы. Село, конечно, имеет большое значение для всей Абхазии. И вот такое обветшалое здание, конечно, это не красило. Пока ремонт капитальный шел, мы находились в здании администрации. Нас это немножко, нас радовало то, что в конце будет завершен ремонт, и что мы придем в уютные, красивые, просторные классы. И те неудобства, которые были там, мы это не замечали, потому что знали, что впереди нас ждет большая радость. И эта радость свершилась в этом году. Данный объект в селе Лыхны был реконструирован за счет российской финансовой помощи. Проект школы выполнен в соответствии с европейскими стандартами. Учебный процесс здесь организован по принципу кабинетной системы. По каждому предмету кабинеты должны быть оснащены, и дети не только, учителя, вернее, не только работают мел и доска, а чтобы была наглядность, чтобы был видеоматериал, чтобы дети со временем шагали вперед, и учитель мог дать и современную информацию. Здесь есть два спортивных зала. Один из них предназначен для учеников начальных классов. Актовый зал вмещает порядка 180 человек. Внутренний дворик с экзотическим цветником в самом центре не может не радовать глаз. Фасад учебного заведения выкрашен яркими цветами. По этому поводу в обществе высказываются неоднозначные мнения. Однако невозможно не заметить, как довольны ученики. Наша школа даже очень веселая. Эти цвета, они очень гармоничные, поднимают настроение. Справедливо отметить, что сельские школьники заслуживают внимания. Большинство из них показывают хорошую успеваемость, отлично проявляют себя в спорте и занимаются творчеством. Они демонстрируют современному миру свою воспитанность, терпение и трудолюбие. Это именно те качества, дефицит которых все более явно ощущается в обществе с каждым годом. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.